Власти Якутии поддержат строителей домов для дольщиков. О каких мерах идет речь? Для безопасности водителей в Мирнинском районе строят временный мост через реку Чуаналыр. Лучшие спутники человека. Сегодня отмечается День кошек в России. Как решить проблему бездомных четвероногих? Сюжет из Алдана. Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Жильцы многоэтажных домов смогут дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу в течение 5 минут. Если ответить за это время у специалиста нет возможности, то в течение 10 минут диспетчер должен совершить обратный звонок. Эти правила установлены новым регламентом закона об управляющих компаниях. Кроме того, заявки должны регистрировать в круглосуточном режиме, а все разговоры при обращении жильцов в аварийную службу будут записываться. Новые требования введены и для сотрудников аварийно-диспетчерских служб, которые работают по устранению неисправностей. Теперь они должны при себе обязательно иметь служебное именное удостоверение с указанием организации и одноразовые бахилы. Авиакомпании Якутии и Алроса сохранят тарифы на авиабилеты на уровне 2018 года. Также авиаперевозчики не планируют повышать топливные сборы, сообщили представители компаний. С декабря 2018 по февраль 2019 года уровни цен на авиабилеты авиакомпаний не изменялись. На текущий момент топливные сборы и тарифы авиакомпании Якутия остаются на прежнем уровне. В авиакомпании Алроса также сообщили о сохранении прежних тарифов. Ранее сообщалось, что авиакомпании вынуждены будут поднимать цены на авиабилеты в связи с ростом своих издержек, в частности, из-за повышения цен на авиакеросин. Власти Якутии поддержат строителей домов для дольщиков. С 1 июля этого года застройщики, которые используют деньги дольщиков, перейдут на эскроу счета. Это система, при которой деньги от дольщиков отправляют на специальный счет, которым застройщик сможет воспользоваться только после ввода объекта в эксплуатацию. Чтобы сделать переходный период на новую систему комфортным, власти Якутии помогут строительным компаниям в гарантийной поддержке, а также в получении финансирования и кредитов. При этом правительство республики рассчитывает получить помощь новых федеральных институтов, призванных нивелировать изменения в законодательстве, таких как Банк-Дом.РФ. В Мирнинском районе начаты работы по монтажу временного моста через реку Чуаналыр. Подробности в сюжете Марфирины Алексеевой. За этот год объездную дорогу аварийного моста затапливало уже 2 раза. Мост через реку Чуаналыр расположен на 30-м километре автодороги Анабар и был построен в 1982 году. За все время своего существования ремонт ни разу не воспроизводился. Из-за ветхого состояния мост стал небезопасным для тяжелого транспорта, поэтому осенью прошлого года была организована временная объездная дорога для транспорта массой свыше 15 тонн. Он в таком состоянии уже очень давно. В ближайшие 5 лет это точно. Состояние, скажем, очень плохое. Сейчас там сделали объезд, который периодически тоже размывает. Если потеплеет, это так мы представляем. Я думаю, за 2 дня его просто там уже не будет, этого объезда. Туда едем, назад едем и думаем, что можем уже не проехать. Чуаналыр не единственный мост, нуждающийся в срочном ремонте. На отрезке Анабар-Мирный находится еще 3 мостовых переезда. Все они в аварийном состоянии. Это мост через реку Аргахтах и ручей Чуаналыр. По первому мосту он вошел в инвестиционную программу Республики Саха-Якутия, а по второму мосту будет принято пока временное решение, будет перевезен с реки Танхой временный сборный мост железный, потому что сообщение между Айхалом, Удачным, Светлым и Чернышевском и столицей райцентра города Мирным по дороге Анабар действительно в последние годы вызывает очень много критических замечаний в связи с тем, что 4 мостовых перехода находятся в аварийном состоянии. Чтобы избежать транспортную блокаду северной части района, Управлением автомобильными дорогами Республики Саха-Якутия было решено соорудить временный мост. Генеральным подрядчиком выступила строительная компания «Мосты Севера». Они приступили к монтажу двухпутного среднего разборного моста. Мирнинское управление автомобильных дорог компании «Алроса» выступает в качестве субподрядчика и выполняет работы по отсыпке объездных путей. Завершение ремонтных работ запланировано до 1 апреля. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
Если в Мирнинском районе вопрос с проблемным мостом удалось решить, то в соседнем Ленском районе вопросов со строительством не убавилось. Так, например, в столице района на неопределенный срок отложили возведение детской школы искусств, хотя работы должны были начаться в этом году. В чем причина, узнавала Светлана Балеева. Буквально на днях в районную администрацию пришло письмо с городской администрацией, в котором они отклоняют от согласования предварительную схему посадки здания детской школы искусств. Причин тому несколько, но основная – слишком большое здание. Мы за то, чтобы в городе Ленске появилась детская школа искусств, либо музыкальная школа. Значит, там есть свои требования по архитектуре, я думаю, что они отработают, и там эти вопросы мы закроем. Надо сказать, что строительство ДШИ планировалось на том месте, где расположена она сегодня. Все земельные изыскания были проведены еще в прошлом году, и якутская фирма уже разрабатывает проект. В октябре месяце 2018 года распоряжением главы администрации муниципального образования город Ленск была утверждена схема размещения дополнительного земельного участка для дальнейшего оформления под строительство. Но в настоящее время на неоднократное обращение администрации муниципального образования Ленский район о предоставлении земельного участка, который на сегодня после этого постановления были проведены работы по межеванию, постановке на кадастровый учет, то есть мы говорим о земельном участке, который стоит на кадастровом учете. Мы неоднократно обращались, мы получили отказ. Отказ, по словам главного архитектора района, не обоснованный. Он нарушает законные интересы органов местного самоуправления. В связи с этим срок строительства социально значимого объекта срывается. Директор школы искусств Татьяна Грига рассказывает, что строительство школы педагоги, дети и их родители ждут уже более 10 лет. На сегодня мы боимся своих детей отпускать на занятия, так как школа находится в аварийном состоянии. И не сегодня, а завтра школа просто может рухнуть. Согласованы все документы, проектно-сметная документация и все документы, которые должны были для строительства новой школы. Мы очень обрадовались, и дети, и родители, что наши дети будут обучаться в новой современной школе, которая соответствует новым нормам и стандартам. Но, увы, почему-то администрация городская не дает разрешения на земельный участок. К этой непростой ситуации решено привлечь общественность. Так, в пятницу 1 марта запланированы общественные слушания, по итогам которых картина станет более понятной. И, может быть, районные и городские власти придут к единому мнению. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня, 1 марта, отмечается День эксперта-криминалиста Министерства внутренних дел России. В этот день 100 лет назад был создан кабинет судебной экспертизы. Специалисты в основном исследовали вещества и документы, со временем стали использовать научно-технические средства. Основная задача специалистов службы – проведение судебных и технических экспертиз. О том, как работают криминалисты в республике, узнавал Александр Зубехин. О том, чтобы носить погоны, Дина мечтала с детства. 5 лет обучения на факультете судебной экспертизы Саратовского юридического института, а после направления на службу в город Якутск. Сегодня она эксперт-криминалист со стажем около 15 лет. Каждый день до 17 вызовов на место происшествия. На каждый из них она обязательно берет с собой чемодан. Здесь у нас есть все необходимое для изъятия следов всех видов. Присутствуют упаковочные материалы, материалы для производства фото- и видеосъемки с указателями, масштабные линейки, чтобы впоследствии восстановить размеры объектов, которые мы фотографируем, а также различные порошки дактилоскопические, которые позволяют нам изымать следы рук. В обычном помещении следы рук способны сохраняться на предмете в течение нескольких месяцев. Применяя специальные методы, криминалист обязательно сможет обнаружить и изъять отпечатки. Мы уже обработали поверхность данного стакана, на котором был обнаружен след руки. Данный след руки мы изымаем на отрезок липкой ленты скотч. Подобные отпечатки в упаковке направляются в криминалистические учеты, где по базе данных будет производиться розыск лица, который и оставил след. А вот предметы, на которых могут сохраняться следы иного рода, направляются в ДНК-лабораторию. В Якутске она появилась в 2007 году. Задача экспертов в этом случае – произвести идентификацию личности по биологическим следам. В условиях лаборатории мы исследуем вещественные доказательства с помощью различных источников света с различной длиной волны. Вот этот мы используем для поисков следов крови, синий цвет. Вот этот мы используем для поисков волокон и волос. Вот в данном случае вы можете увидеть следы крови на полотенце.
Они выглядят более темными на общем фоне, так как поглощают лучи света. При обнаружении следов мы делаем вырезки и проводим уже дальнейшие исследования. В этой комнате из вырезок со следами выделяют ДНК. Для этого используют различные реактивы. И вот такой современный робот. Он и выделяет ДНК, и очищает его от примесей. Получили генетический профиль лица, оставившего этот след крови, и сравниваем его с генетическим профилем подозреваемого лица или потерпевшего, и таким образом проводим идентификацию личности. Экспертиза по исследованию ДНК уникальна и точна. Со 100% вероятностью можно решить вопрос причастности или непричастности лица к преступлению. И уже в ближайшем будущем в Якутии появится фоноскопическая экспертиза и экспертиза по запаховым следам. Это должно существенно сократить сроки расследования уголовных дел. Александр Зубехин, Павел Пахомов, Якутск. Также сегодня, в первый день весны в России, отмечается День кошек. Праздник неофициальный, однако этот день заставляет всех нас задуматься о вещах серьезных и отнюдь не радостных. О проблеме бродячих четвероногих. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Без кошки дом не может быть уютным, убеждены владельцы и любители усатых мурлык. В первый день весны отмечается неофициальный праздник – День кошки. К знаменательной дате хозяева не готовятся. Этот праздник в домах, где есть кошки, отмечается каждый день. Ну как? Может, поздравлю, если время будет. Ну, День кошки, не знаю, проводить время со своей кошкой там или что-нибудь такое. Можно вкусняшек ей купить, можно. У меня кошка есть. День кошки имеет определенные традиции. Эта дата охватывает в первую очередь проблему бездомных животных. Вопрос бродячих четвероногих в Алданском районе стоит остро. Их число не уменьшается. Как показывает жизнь, иногда милосердным быть очень сложно. В обществе нередко наблюдается дефицит таких качеств, как сострадание и ответственность за тех, кого приручили. Я вот это вот просто-напросто я таких людей не понимаю. У меня у самой 2 собаки, 2 кошки. Да самих их надо также наказывать, этих людей. В Алдане действует единственный кошачий приют, открытый благотворительным фондом помощи бездомным животным. Кошкин дом образовался 2 года назад. Первоначально он принял порядка 2 десятков усатых полосатых. Сегодня здесь более 100 котов, кошек и котят. Все они попадают в приют с улицы. Это и выброшенное ненужное потомство, и ставшие надоевшими игрушки. Многие думают, что грех утопить, когда уж так случилось, а выкинуть, вот, допустим, 4-5 котят, которые потом, неизвестно, что с ними, там и собаки могут разодрать, и замерзнуть в холодное время, все что угодно может с ними случиться, это не грех. В День кошки принято проводить благотворительные акции. Алданские волонтеры убеждены, ничьих животных не бывает. Братья меньшие, у которых нет дома, должны стать общими. Работа по размещению объявлений и поиску хозяев подкидышам, организации передержки, сбору средств на лечение ведется постоянно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Оставайтесь с нами.